Дмитрия Статейнова не стало 24 ноября. Он скоропостижно скончался, находясь в рабочей поездке в Ростове-на-Дону, где совместно с российскими соотечественниками из Абхазии принимал участие в 5-м международном патриотическом форуме «Миротворчество поколений в исторической памяти российского государства». И, пожалуй, данный факт говорит о Дмитрии Статейнове лучше многих. Помимо весьма успешной журналистской работы, он вел активную общественную деятельность и искренне всей душой любил свое дело, был хорошим другом и человеком. Познакомились мы с ним здесь, в Сухуме. Это было начало 10-х годов. Он был, скажем так, человеком, который выделялся не только физически, но и интеллектуально. С ним всегда было приятно пообщаться, подискутировать. А порой у нас очень, скажем так, острые полемики были. Любили с ним спорить, где-то в чем-то соглашались, где-то нет. Каждый доказывал свою правоту. Но это было интересно, это было именно вот по-хорошему, по-дружески. Это было приятно. Но видно было, что человек очень образованный, с широким кругозором. И, в общем-то, несмотря на разницу где-то во взглядах, мы делали одно общее дело. С Димой мы знакомы уже более 10 лет. Я его знаю еще с тех пор, как он пришел работать на радио «Сома», совсем молодым парнем. Я, честно говоря, никогда не знала, что он не местный. Я совершенно недавно узнала, что он из Красноярского края. Я была удивлена, потому что он Абхазию изучил и знает больше, чем я, которая здесь родилась. Это говорит о том, что он очень полюбил наш край, очень любил нашу историю. Он очень трепетно относился ко всему, что относится к нашей Отечественной войне народа Абхазии, потому что его супруг и отец погиб на этой войне. И он был очень близким нам и очень теплым, душевным человеком, не просто коллегой, но и другом. Дмитрий Статейнов был, как рассказала Анжела Кучуберия, в первую очередь настоящим профессионалом своего дела, мастером пера и в действительности талантливым журналистом. Он работал собственным корреспондентом РИА Новости в Абхазии и Южной Осетии, был самоотверженен и предан работе. И, конечно, Дмитрий Статейнов был одним из виднейших авторов Абхазии, искренне близким всему журналистскому сообществу. Как журналиста тоже я могу его характеризовать как профессионала. Он никогда не придерживался какой-то конкретной стороны. У него всегда был баланс. То есть это говорит о том, что он был профессионалом своего дела. Дмитрий Статейнов, как рассказывают близкие друзья и коллеги, был по-настоящему неравнодушным человеком, искренне сопереживающим и заинтересованным. Он был автором военно-патриотического проекта «Кавказский фронт», посвященного 80-летию битвы за Кавказ. В декабре 2021 года проект был представлен на Международном военно-историческом форуме Минобороны России. Статейнов также снял несколько документальных фильмов, посвященных событиям Великой Отечественной войны на территории Абхазии, участию ее жителей в войне и участникам Отечественной войны народа Абхазии. Открывали в этом году на перевале Пыв, Анчхо, то есть там 2 названия, восстановленный памятник погибшим защитникам Кавказа. Он в это действительно свою душу внес. Был одним из ведущих людей, ребят, которые без которых этого бы просто не состоялось. Дима был не только журналистом, он был очень активным участником общественной жизни нашей республики. Он активно участвовал в работе русских организаций в Абхазии. Очень большие у него были планы, грандиозные планы, можно сказать, по поиску останков советских солдат, погибших на наших перевалах. Благодаря ему летом, когда открывали там памятник на перевале Пыв, я тоже попала на этот перевал, за что очень была ему благодарна. И мы уже собирались как-то лететь уже на Марохский перевал, были у него большие планы. Дмитрий Статейнов родился 27 декабря 1981 года в городе Зеленогорск Красноярского края. В 2007 году окончил Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения по специальности режиссура, а в 2012 переехал жить в Абхазию. Как отметил Николай Медвенский, по большой любви не только сердечной, но и к Абхазии. Когда кто-то уходит из родных и близких, ты их не воспринимаешь как ушедших, но они
Ну, кто-то отошел, кто-то там вышел, не знаю, там покурить, кто-то там отправился в экспедицию, поймите. Ну, понятно, что мы обманываем себя, но для нас они живы. Никогда я не могла подумать, что вот так вот резко и оборвется жизнь этого молодого человека, который даже не курил, не пил, вел просто вот здоровый образ жизни и никогда ни на что не жаловался. Очень жаль, нам будет его очень не хватать. Друзья и коллеги, и те, кто был знаком с Дмитрием Статейновым, говорят лишь одно. Этого замечательного, отзывчивого, душевного человека всем нам будет очень не хватать. Но почему и почему расстаться снова нам пришлось? Ведь было все у нас всерьез. 2 сентября